Друзья, видите ли, я чем занят? Я хочу выйти на улицу и прогуляться. А сегодня у нас мороз, и он заряжаю патроны себе, вернее, батарейки на носочки свои. У меня носки с батарейками. Вот. Надо на каждый носок, короче, идет 3 штуки, то есть 6 пальчиковых батарей. А это, ребята, ну, как бы накладно получается очень. Ну, заряд это на прогулку, на 2 прогулки, если небольшие. А так, очень быстро заряд кончается. И те, которые, вот, например, хотят купить носки там с подогревом, ну, любую вещь с подогревом, там, носки, стельки, там, еще что-то, чтобы, например, вот этот питающий элемент, он заряжался все-таки от повербанка или от USB, ну, короче, чтобы аккумуляторы могли заряжаться, а не вот так попользоваться и выкинул потом. В принципе, можно купить батарейки, тоже аккумуляторы, но это тоже дорого уже будет. Лучше купить сразу уже, чтобы заряжалось. Вот такой. У нас сегодня градусов 20, наверное, мороза на улице, да? Где-то так. Очень солнечно, морозно. Мне надо на улицу выйти прогуляться. О! Индикатор горит. Там у меня под брюком есть провод. Сюда подсоединяю и все. Вот такие у меня 2 печки. Одеваюсь, короче, ребята. Так, раз выехал, ребята, я на улице, да, помогу там дотащить дрова на корыте, а потом не надо ехать к дяде Мише. Съезжу. Одел носки с подогревом и включил там батарейки, поставил новые. Тепло. Сейчас до крыльца довезу. Тут у нас поляница не рядом с домом. Ну, как бы общая поляница там с родительским домом. Темно. Темно что-то снимает. Сейчас, ребята, вот, посмотрите, как мы обычно утепляем дом. Это называется, по кому говоря, мудьям. Ну, снегом, короче, закидываем. Чем больше снега, тем теплее у нас дома. Без снега вообще холодно. Вот так. И это сейчас могут написать там, да, это все не туфта, блин. Но у нас издавна вот так все утепляли зимой дома снегом. Вот. И от колодца вот идет, питающая труба в дом. Там накидала жена, будь здоров, снега. В этот год не должно замерзнуть. Успели. Прошлый год опоздали, что тогда замерзло и всю зиму потом.
И вот весь периметр дома вот так. Снег выпадет, еще будем выше поднимать. Вот. Это у меня подвал. Это окошко подвала. Подвал довольно высокий, где-то 1,80 м. Ну, друзья, вот как видите, я выехал и езжу по двору, там дрова чуть-чуть помог. И это, мне надо съездить к дяде Мише, у меня гостинцы для его поросят. И отвезу я гостинцы для поросят ему. Сейчас съезжу, заодно прогуляюсь, развеюсь. Вот. На улице, повторюсь, очень холодно. Я сегодня оделся и в носках с подогревом. Тоже уже, наверное, раз четвертый повторяюсь. Все, я поехал. Сейчас еще возьму гостинцев и поехал. Там крупу, да, что-то старые. Все. Ну все, едем, друзья. Не знаю, там как камера будет снимать вообще. Камеру нацепил сегодня. Солнечный. Камеру нацепил сегодня. Опять эту экшн камеру. Морозно. На улице очень морозно. И поехал я сейчас. Эти Миша. Не знаю, там гостиницы, багажник. Жена положила. Потом что там упадет, доедет или не упадет, или не знаю. Но главное, едем. У нас, ребята, все, зима. Настоящая зима. Вот такие зимние пейзажи. Вот уже подъезжаем к дяде Мише. У него тут знак стоит 1,5 тонны на ось. Там знак такой, не знаю, видно или нет на камеру, 1,5 тонны на ось. Все, у меня тут дорога закрыта вот. Не знаю, там знак, специально покажу сейчас. Знак виден или не виден. Этот знак, он знак такой. 1,5 тонны на ось. Значит, здесь будем разворачиваться. Здорово, дядя Миша! Все, разговаривай по-русски. А потому что записываю тебя. Тебя уже все подписчики меня знают, любят. Дядя Миша, хозяйственный крестьянин, привет передай всем. Всем привет большой. Все уже, там просмотров уже больше 500 у дяди Миши в гостях, там видео есть. Ha? Boş paket sesini bagajniki. Ha, Miki este. Porsidli. Porsidli. Te kırta pervoy burası yeski. Da şurası pukti. Pom yedeskin oglej virgin de. Тоже снегом утеплил, да? Дом снегом утеплил. Да? Вот.
Я тоже себе показывал, что снегом утепляет. У нас все снегом утепляет дома. Снег выпадет и вперед. Ну давай, ладно, все, дядя Миша. Дядя Миша мне, знаете, угостил. Оказывается, он порося зарезал. И мне угостил такой большой кусок мяса дал. Вот. Вот так. Это, оказывается, не я гостинцы принес, а он мне дал. Ладно, поеду я домой. Пока, дядя Миша. Ну давай. Рыбалка будет. Звони, поедем. Да, рыбалка будет, поедем. Вот так живет. Вон дом у дяди Миши. Может, кто еще не смотрел. Вон дом. Возле дороги тоже. Все, пока. Ух. Вот так, ребята. Я вообще даже не знал, что он порося зарезал. Ну, второй-то остался там еще, поросенок. А у меня сзади багажника он вот положил этот угощение. Ну там, наверное, такой кусок мяса. Свинина. Порося зарезал, да. И у меня там багажник он лежит, не знаю, там собаку украдут или нет. Прям багажником, я иду заскочить. Ух, уже обратно до дому доехали. Вот так у нас все расчищено тут. Сестра у меня потом всю зиму вот так чистит снег для меня получается. Все, ребята, все, прогулялся я. До дяди Миши съездил там, по двору прокатался. Но снег не расчищен здесь, и вот буксую, вон следы даже есть, что вот буксую, вон покажи там, вот следы такие. Но там снег вообще у меня не расчищен, ребята, и вот такие следы, что буксую. Надо будет трактор вызывать, там расчистить этот снег. А вот у меня мечта когда-то приобрести Рихпер 5 или что ли, такой гусеничный. Для инвалидов такая техника классная, но это все в мечтах, конечно, но мечтать не вредно, как говорится. И этот бы снег я за 5 секунд это все бы расчистил. А сейчас нужно трактор ждать. Тут у одного, ну, знакомый, когда вызываешь, он чистит. Ну и пожалуйста. Короче, я съездил до дяди Миши, отвез его в поросям в гостиницу, а он мне, оказывается, порося зарезал и мясо от поросей дал чуть-чуть. Не чуть-чуть, там нормальный. Везде собаки. Вот такой друг недовольный. Вот такой друг недовольный. Не хочет сниматься или что ли? Ладно. Всем пока, ребята. Всем удачи. До новых видео. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все. На этой площадке сейчас буду разворачиваться еще, ребята. Вот. Сейчас. Запрыгнули. Потом разворот. Еще разворот. Еще разворот. Я заезжаю сюда задним ходом. Кто мне писал, что
Площадки нету для разворота. Для Майры знаете, какая нужна большая площадка? А крыльцо я не готов переделывать вообще. Зачем? Я и задом неплохо заеду. Прямо едем. Вот. Вот такой Майра неуклюжая в квартире. До невозможности неуклюжая, блин. Вот, прогулялся уже. Снимаю вон. Гулял где-то 2 часа, батарейки еще, ну, индикатор еще горит. Не знаю, на следующую прогулку должно еще хватить. Ноги не мерзли, хотя где-то уже после 15 градусов вот в этой обуви, что я там бываю, а где у меня этот? Где-то есть, но не вижу. В этой обуви, что я прогуливаюсь, если минус, ну больше даже минус 10 уже нога начинает мерзнуть, он тоже еще не полностью щель. На вторую прогулку еще хватит, ребята, вот такое чудо. Но это вообще, я говорю, что чтобы заряжалось всегда. Вот. Градусов, а сегодня у нас больше, где-то, наверное, градусов 20 было с утра, вообще холодно. И нормально так, прогулял 2 часа, ноги не мерзнут. И мне жарко, я уже много раз говорил, но они у меня не мерзнут. У меня чувствительность немножко там ниже, и я когда уже замечаю, что у меня ноги мерзнуть начинают, это уже для меня все, трэш. Все. Тогда уже ничего не спасает. Вот. Поздно как бы понимаю, что у меня ноги начали мерзнуть. А сейчас ничего, нормально все. Ну, даже немножко тепло так идет. Хоть и вот, пальчиковых батарей. Ладно, все.